В мастерстве владения государственным языком состязались сегодня в столице сотрудники компаний телекоммуникационной отрасли. 7 команд продемонстрировали жюри не только свой словарный запас и умение общаться, но и знания обычаев, традиций и культуру народов, населяющих нашу многонациональную республику. Победителем жюри фестиваля языков признала команду Казахтелекома. Нурзат Каримов с подробностями. Казахский язык Оксана Лагвиненко, сотрудница компании «Казахтелеком», знает с малых лет. Родители часто просили посидеть с Оксаной соседку по лестничной площадке, пожилую женщину-казашку. И соседка говорила с ней только на родном для нее языке. Сегодня Оксана понимает, насколько ценным оказался тот опыт. В первую очередь на работе. Девушке приходится отвечать на сотни звонков каждый день. Некоторые сначала вот на казахском нужно же и проверяют, не знаю, здороваются, разговаривают на казахском. И они удивлялись всегда. То, что вот я разговариваю на казахском, где ты научилась, где ты училась. Чтобы работать с клиентами, работники связи должны владеть несколькими языками, хотя бы на разговорном уровне, считают организаторы этого фестиваля. Различные конкурсы и состязания помогут быстрее преодолеть языковой барьер, уверены они. Переводчики у нас обеспечивают перевод крупных, таких объемных документов, концептуальных, программных документов. Все остальное переводят в подразделение. Я считаю, что это один из позитивных моментов, поскольку центр тяжести уже перенесен на самих работников. В Казахтелекоме есть собственная программа по внедрению госязыка, которая реализуется с 2003 года. За 7 лет специальные курсы по обучению казахскому прошли более 12 тысяч работников компании. Нурзат Каримов, Арман Букеев, Информбюро Астана.